Существует стереотип, что президенты и республиканцы куда более дружественно настроены по отношению к Израилю, нежели демократы. На протяжении всей этой гонки официальный Иерусалим принципиально никак не комментировал политические процессы в США. Израильское руководство будет работать с любым президентом США, однако исхода выборов ждали, затаив дыхание. Глава еврейского государства исполняет репрезентативную роль, поэтому президент Израиля Реувен Ривлин сказал то, что должен был сказать. Я хочу поздравить избранного президента США Дональда Трампа, его семью и всех американцев, которые еще раз доказали, что США являются величайшей демократией. Перед президентом США лежит много вызовов на родине и в остальном мире. Израиль, ваш главный союзник, всегда стоит рядом с вами, и мы, как друзья, поможем превратить эти вызовы в новые возможности. А вот симпатии простых израильтян еще перед выборами разделились ровно поровну. В новоизбранном президенте их беспокоила его непредсказуемость. Противники Хиллари Клинтон, в свою очередь, пеняли на ее симпатии к палестинцам и попытки заставить Израиль пойти на крайне болезненные уступки. Аргументы у всех разные. Я думаю, что Трамп для Израиля будет лучшим президентом. Он несколько раз говорил, что перенесет посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Он также не собирается навязывать свою волю в вопросе поселений, так что для нас он лучше. Еврейские поселения – один из камней преткновения в мирных переговорах между израильтянами и палестинцами. Но даже жители тех самых поселений отнюдь не всегда поддерживают Трампа. А ведь он обещал оставить их за Израилем навсегда. У американцев вообще не было хорошего кандидата на выборах, но каким-то образом они умудрились выбрать худшего из двух возможных, по крайней мере для Америки. Я не знаю, повлияет ли это все на Израиль. На итоги выборов в США отреагировали в палестинской автономии. С точки зрения властей в Рамалле, именно демократы, а не республиканцы, являются идеальным партнером для продвижения идеи о палестинском государстве. Поэтому выбор американцев их, мягко говоря, разочаровал. США не та страна, в которой настроения одного человека определяют политику. США определяет свою внешнюю политику в соответствии со своими интересами. И для республиканцев, и для демократов реализация идеи о двух государствах по обе стороны линии 1967 года является национальным интересом. Посмотрим, будет ли это так на самом деле. На Ближнем Востоке происходят тектонические изменения, и уже в ближайшее время президенту Дональду Трампу придется погрузиться в эти многочисленные конфликты. И именно от его позиции зависит будущее региона, доминировать в котором сегодня хотят все значимые силы мира. Сергей Хиршфельд. Настоящее время.